Ребята, всем привет! Вы на канале Мама Музыканта. Сегодня я решила вам показать немного достопримечательностей нашего города. Так, панораму города. И на речку сходим. Покажу вам нашу речку Сысолу. Посмотрим, лед там. Стал лед или нет, будем надеяться, что река замерзла. Посмотрим. Погнали. Погнали. Иду по тропинке лесной. Такая красота. Какое-то здесь здание развалено. Сейчас посмотрим. Не знаю. Собачья тропа ведет. Посмотрим, что там за здание такое. Наслышана я, что здесь когда-то были склады. Какие-то склады для барж. Баржи, которые переплывают по реке. Вот тут еще есть также вдоль речки там тоже заброшено здание. Елочка красивая стоит. Такая красивая елочка одна стоит для красоты. Супер. Погнали дальше. Не знаю, здесь тропинка есть, нет. Нет, не будем туда лезть. Пойдем сейчас обратно. У нас снегу навалило. Сегодня, ребята, у нас минус 10. Я в амуниции купила себе обувь такую вот. Бронеобувь. Видно, нет? Вот такие вот. Теплые. Очень теплые. Снег хрустит уже под ногами. Идем к реке. Посмотрим, что у нас там. Здесь у нас неподалеку от берега есть здание необычное. Я даже не знаю. По-моему, это какая-то гостиница, отель. Мне так кажется, что это отель. Или это дом такой собственный. Потому что там ворота, как у собственников. Все огорожено. Дворец, как у Максима Галкина с Пугачевой. Чем-то напоминает мне. Сейчас поближе подойдем, заснимем. У меня уже рука мерзнет. Вот такой красивый тополь. Огромнейший. Гигант, просто гигант. Ствол такой еще прикольный. Продвигаемся вперед. Вот этот замок маячит перед носом. Скорее всего, ребята, это отель. О, собачка какая-то. Не кусаешься? Нет. Красавец. Красавица. Вон еще одна собака. Овчарка. Вот такой вот домик, видите? То ли это отель, то ли улица Микушева 2. Он трехэтажный. Нет. Раз, два, три. Он идет как билетаж. С одной стороны он четырехэтажный, с другой стороны он
трехэтажный получается. Все, ребята, идем к реке. Тут очень резкий спуск. Надо осторожно спускаться. Переходим дорогу по-быстрому. Спускаемся к реке. Вот видите, какие ворота. Ближе отсюда. Вот такой вот дом. Ворота. Там довольно-таки такая площадка. Домофон, все есть. Ведется видеонаблюдение. Ха-ха-ха. У нас тоже видос снимается. Идем. Какая-то заброшка. Заброшки какие-то. Туда наверх уже начинается город. У меня замерзла рука. Спускаемся, ребята, к реке. У нас получается расписание движения теплохода по понтонному мосту через речку Сысола на поселок Заречье. Смотрите, ребята, там женщина вдалеке, такая умничка, собирает мусор, представляете? Всякий хлам. Вообще молодец, очищает территорию. Просто так от себя. Респект и уважуха ей. Идем к реке. Спускаемся. Вот таким макаром машины переправляются по мосту в село, в поселок Заречье. Здесь такой спуск, надо быть аккуратнее. Очень скользко. Хоть и насыпали песок, но все равно очень скользко. Идем к реке, ребята. Река еще не полностью, смотрю, замерзла. Шуга встала, конечно. Кто не знает, что такое шуга, шуга это лед, когда идет лед, встает и образуется лед. Вот так вот. О, такая красотень. Смотрите, какая красота. Мост. Люди пешком ходят. Да, еще не вся река замерзла, но очень красиво. Такой классный мост. Весной мост убирают. Когда шуга идет по весне, мост убирают, чтобы его не унесла река, чтобы лед его не... У нас в поселке Яснек тоже через реку точно такой же мост. Мосты новые, лет 5, наверное, им. Вот так вот. Пройдемся немного туда, вдоль реки.
Вот такие троса натянуты. Не знаю, куда они тут цепляются. Куда цепляется этот трос. Держит мост, короче говоря. Куда-то туда уходит. А там за что цепляется, непонятно. Вот такой вот трос уходит туда и держит мост. И с той стороны моста то же самое. Ну там и в середине то также, и ну, там, в общем, по бокам. Наверное, в 4 местах с одной стороны и с другой стороны держит мост. Вот этот трос огромный. В общем, так, вот сюда знать бы, что здесь. Но нет, здесь, ребята, здесь сюда хотела пройти, но опасно, там лед. Глыбы льда там, смотрите. Видите, какие глыбы льда? Опасно туда проходить, чтобы поближе показать вам. Вот вода еще видна. Не полностью еще река замерзла. Так как у нас не было таких морозов. Сегодня минус 10, завтра минус 13. Сейчас пройдем, посмотрим одно строение. Бывшие склады. Когда-то еще при советской власти склады там для вот этих теплоход, там для барж, в общем, какие-то там что-то инструмент, это как эти, я, в общем, не знаю, что там хранили. Идем, идем поближе, сейчас к реке подойдем. Можно подойти, возможно. А тут вообще огромный такой трос проходит. Он тоже. А куда он идет-то? Смотрите, какой толстый трос проходит. Двойной причем. Видите? Куда он там сцепляется, непонятно. Вот. И туда вот идет, вот так вот туда идет, 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 идет. И там какие-то столбы, смотрю, стоят вдалеке. Там цепляется трос и присоединяется к мосту. В общем, но трос довольно-таки толстый очень. Вот это вот строение, бывшие склады. Подойдем поближе. Оттуда, возможно, лучше будет панорама речки видна у нас. Так, тропинка тут у нас. Это дорожка в гору. Туда город. Если подняться туда, там по лесной тропинке можно выйти в город. Так. Надписи, конечно, на здании. Мама, не горюй. Рука замерзла еще. Вот такой заброшенный склад. Молодежь сюда приходит, тут тусовки устраивают. Вот такой вот. Такой огромнейший склад. Бывший склад для баржи. Баржи хранились, в общем, тут, я не знаю, какие-то там, что они тут хранили. Об этом история умалчивает. Он очень длинный, очень. Вот туда аж он идет, наверное, метров 600. Как-то так. Отсюда очень хорошо видать речку. О,
Сейчас как раз таки мы отсюда заснимем. Тут есть ступеньки, кстати. Видите, какой он огромный? Это вот все, что внутри. Видно. Надеюсь, плита не свалится на бошку. Ой, а как тут подниматься-то? Смотрите, какие-то ступеньки туда идут. Типа здесь был какой-то причал со складами, что ли. Скорее всего, баржи причаливали сюда. И была погрузка и выгрузка всяких там этих, может, запчасти какие тут хранили. Вон дети сердечко нарисовали. Там вот здание вдалеке, видать, ФСБ. Оно очень огромное. Вот там вот, туда, вдаль. Это здание ФСБ. Здравствуйте, я снимаю. Вы не знаете, что это здесь было такое? Здесь хотели построить этот причал. Это грузовой причал хотели. А, причал. Здесь были склады. Можно вас немножко заснять? Я блогер. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Знаете, здесь это были когда-то все эти склады. Ага. Вот когда еще судоходство было по реке. И здесь были начали деревянные причалы, Да. погрузочные. А потом хотели построить вот бетонные. А потом до свидания. Да, спасибо. А мне сказали, что тут склады были. Склады вот здесь были. А, вот, склады да, там. Склады, вот, да, вот там, где церковь, все это все склады были. Там, Понятно, значит, церковь, неверная да. информация Нет, немного, склады да? были там, а здесь были деревянный причал. И здесь эти баржи грузили и отвозили это повыше. Хорошо, спасибо вам большое за информацию. Пожалуйста. Смотрите себя на канале YouTube. У меня свой канал. А что такое YouTube? YouTube это в интернете канал такой есть. Так и называется? Ну, на YouTube заходите, если у вас кто-то там из детей. И там мой канал «Мама музыканта» называется. Это Можете себя там посмотреть. в интернете? Да. Канал называется «Мама». «Мама музыканта». Хорошо. Да, заходите, смотрите. Хорошо, спасибо. Спасибо за информацию. Вы на лыжах ходили кататься? Да. Да. Хорошо. Всего доброго вам. Это недостроенный причал. Хорошо, спасибо. С первым днем поста вас. А? С первым днем поста. Поздравляю. Спасибо, поставь. Вот так вот, видите, ребята, кто-то что-то скажет неправильно. Склады, получается, там вот, когда я проходила по тропинке, там были склады. Здание это какое-то разрушенное. Вот так. Так что эта информация была недостоверна. Вот, а здесь хотели делать причал. Так оно и есть. Значит, я правильно, когда показывала вам ступеньки, говорила, что здесь больше подходит на причал, но он недостроен был. Все забросили, понятно. Спасибо, дедуле. Теперь мы знаем, что это должен был быть причал. Сейчас посмотрим, поднимемся сюда, речку заснимем. Тут, конечно, опасно, но вот так вот река у нас еще не это самое, полностью не замерзла. Вот такая красотень. Там, вот, куда пальцем показывают, там порт. Туда причаливают судна, баржи, катера. Покажем поближе. Вот. В общем, вот так вот, ребята, видите, как красиво. А рыбаки не боятся, ходят на зимнюю рыбалку, вдоль берега рыбачат. Но пока очень опасно. Вот так вот. Может подняться туда. Сейчас рисканем здоровьем. Поднимемся повыше, ребята. На что не пойдешь ради вас.
Видите, тут даже ступеньки нету. Кто-то подставил дерево, не знаю, выдержит оно меня. Получится ли у меня залезть туда, не знаю. Лишь бы камеру не... Слушайте, ребята, я не могу залезть тут так высоко вообще. Нет, не буду я туда забираться. Вообще неудобно. Очень высоко. Пойдем посмотрим вдоль реки, что у нас там. Почему они его, интересно, не достроили? Средств не хватило ли? Как всегда, у нас в России денежки отмыли и все. Иду, рискую, ребята, по вот такой вот штуке. Какой-то мосток или что-то такое. О боже. Лед. Да, опасно очень. Видите, какие глыбы льда. Красота, красотушечная. Как в канале, но моя жизнь, про Юрика, кто смотрит. Там поселок Заречье, туда. Сейчас я с вами пройду по мосту вот так вот, и оттуда покажу вам панораму города. Ну, вот такая вот у нас река еще не замерзла. Очень красиво, конечно, но опасно. Не будем мы туда продвигаться, туда, там скользко. В принципе, тут люди ходят, может, и я пройду. Хотя бы так вот отсюда заснять, ребята. Не упасть бы туда. Видите? Это вот лед. Красивая река у нас. У нас сегодня солнечно, небо, видите, какое голубое. А когда мороз, всегда небо голубое. Все, ребята, подходим к мосту. Сейчас перейду на ту сторону. Туда. Вот так смотрится вдоль берега река. Сейчас пройдем по мосту. Тут специально для людей есть проход. Вот видите, как речка, реченька, река. Ты течешь издалека. Вот там вот на пляже, когда-то видео, если смотрели, вот там вот на пляже я снимала видео про пацанов. Кто помнит, это было вон там вот. Все, погнали. По переходу. По дороге заснимем еще лед тут. Видите, какие глыбы льда. Пешеходный проход. Пешеходный проход. Вот в середине-то уже более-менее. Но тонкий еще, ребята, лед тонкий. Опасно. Вот как пойдут морозы минус 20 и более, то она уже встанет, река.
Можно будет на зимнюю рыбалку идти. А пока что опасно. Машины проезжают. Мост такой длинный. Не знаю, сколько он тут. Метров 600, может быть, 700. А тут, смотрите, вообще открыта вода. Хоть ныряй и купайся. Еще главная погода такая позволяет. Солнце голубое. Такое ощущение, что лето. Иди и купайся. Идем, переходим на ту сторону. Хочу показать вам с этой вот стороны на город панораму. Очень красиво. Кто-то по мосту там тоже ползет. Тут еще так скользко. Капец просто. Снимем туда. Такая красивая панорама. Солнце у нас. Погода супер. Люди переходят. Проходят прям не по пешеходу, а по дороге идут. А я делаю все правильно. Иду как надо. Не нарушаю, как говорится. Перешли мост. Это просто картинка. Просто класс. Вот. Смотрите, ребята. Панорама нашего города Сыктывкара. Это просто сказка. Там вот после моста туда идет очень сильный такой большой подъем. И очень красиво смотрится. Вот панорама города нашего Сыктывкара. Там вот район получается туда, Тинтюково. Там очень красивые дома. Новые красивые дома. Похоже на финские домики. Вот такая река у нас под названием Сысола. Опасно подходить. Тут резкий спуск, можно туда скатиться и все, и ты уже, и там очень глубоко. Сегодня у нас вообще благодать, погода, конечно. Сегодня, кстати, ребята, поздравляю всех с первым днем поста.